Итогом работы трехдневного детского архитектурного хакатона для учащихся Кылахской средней школы Айтала Терехова и Владимира Торговкина стал 4-метровый фиолетовый подснежник. Именно такой арт-объект они хотят видеть в будущем на территории строящегося парка будущих поколений в Якутске. Ребята выбрали фиолетовый подснежник как символ родного Алекминского улуса. Цветок необычного цвета растет и украшает весну только в некоторых районах Якутии. Фиолетовый подснежник растет у нас на родине, в Алекминском районе. Другого цвета нет? Другого цвета, да, нет. Материалы, вот верхняя часть лепестка выполнена из полиэтилена и вот камни чароид, который тоже добывают у нас на родине. Уникальную возможность воплотить свою задумку в жизнь подарил ребятам детский архитектурный фестиваль «Архитон», который проводится во второй раз при поддержке целевого фонда будущих поколений и компании «Алроса». В рамках фестиваля также прошел конкурс архитектурно-художественного творчества «Моя Якутия», где ребята представили концепт идеи в виде малых архитектурных форм. У большинства ребят новые такие веяния, видения именно нашего духа, якутской культуры именно в скульптурах, так скажем, архитектурных формах. Обмен опытом в области архитектуры немаловажен. Поэтому организаторы пригласили ведущего архитектора Института развития города Казани Римму Хасанову. Она провела курсы повышения квалификации для педагогов. И также я проводила лекции для учеников, ознакомливала их с нашими проектами казанскими, татарстанскими и рассказывала про свой опыт, который будет им полезен. Рассказывала про различные подачи архитектурных проектов, чтобы они в дальнейшем, если захотели стать архитектором, могли эти знания использовать, и им было легче входить в эту профессию. Будущая инфраструктура и архитектура города зависит от таких талантливых и креативных ребят. Именно они будут адаптировать городскую среду под современные потребности жителей, не забывая об историческом наследии и культурных традициях. Туяра Филиппова, Иван Яковлев, Джулстан Иннокентьев, Якутск.